свои 73 года я думал, что единственные сюрпризы, которые мне остались, это внезапная боль в пояснице по утрам, да редкий, как летний снег, звонок от кого-то из детей. Я ошибался. Сегодняшний сюрприз ждал меня в ржавом нутре почтового ящика, притулившегося к покосившейся калитке. Плотный белый конверт без обратного адреса с напечатанным на машинке моим именем «Иван Морозов» выглядел чужеродно среди рекламных листовок и счета за электричество. Он был холодным и весомым, как камень. Я прошел в дом, и тишина, мой самый верный товарищ последних лет, обняла меня за плечи. Здесь все застыло во времени, как насекомое в янтаре. Воздух пах сухими травами, которые я собирал для чая, старым деревом и едва уловимым сладковатым ароматом духов Марины Елены, моей жены, который, как мне казалось, навсегда впитался в стены. 5 лет прошло, как ее не стало, а дом все еще помнил ее смех. Дети, кажется, забыли его гораздо быстрее. Мои пальцы, узловатые и непослушные, от десятилетий работы на стройке, с трудом вскрыли конверт. Внутри лежал официальный бланк, исписанный сухим, бездушным шрифтом. Письмо от адвоката. Я пробежал глазами по строчкам, выхватывая юридические термины, пока не наткнулся на цифру. Число с таким количеством нулей, что мне пришлось надеть очки и поднести лист ближе к свету, падающему из окна. Это была оценочная стоимость моего дома. Дома, который я построил своими руками, кирпич за кирпичом, в котором мы с Мариной вырастили 6 детей. Сумма была абсурдной, нереальной. Она могла бы изменить жизнь любого из них. И в этот момент холод, исходивший от бумаги, проник мне под кожу и добрался до самого сердца. Это не было радостью. Это было озарение, внезапное, как удар молнии. В голове, словно осколки разбитого зеркала, сложилась картина. Вот София, моя младшенькая, заезжает на прошлой неделе. Не спросила, как я спал, не поинтересовалась, болит ли спина. Ее глаза беспокойно бегали по комнате, пока она не спросила, понизив голос. «Пап, а у тебя все важные документы в порядке? Ну, на дом, на землю?» Вот Михаил, мой второй сын, звонит и деловито советует. «Отец, может, продашь дом? Переедешь в пансионат? Там за тобой присмотрят. Будешь под наблюдением, в комфорте». Он не сказал «подальше от нас». Но я это услышал. Вот Роман, старший, 3 месяца назад. Последний раз, когда я с ним говорил. Он требовал денег на очередной гениальный проект, а я, старый дурак, сказал ему правду. Пенсия едва покрывает еду и лекарства. С тех пор его телефон молчит, как и телефоны остальных. 300 688 часов молчания. Я посчитал. Они не любят меня. Эта простая, страшная мысль ударила меня с такой силой, что я пошатнулся и оперся о стол. Стол, который я смастерил сам, когда родился Роман, за которым Марина и Елена проверяла их школьные дневники. Они не любят меня. Они любят то, чем, по их мнению, я обладаю. Они видят не отца, а ветхий дом, который стоит целое состояние. Они ждут. Терпеливо, как стервятники, кружащие над умирающим зверем. Я вспомнил ночь, когда умерла Марина. Они все были здесь. Плакали, обнимали меня, клялись, что никогда не оставят. «Мы позаботимся о тебе, папа, ты лучший отец на свете». Ложь. Сладкая, липкая ложь, годная лишь для похорон. Ее срок годности истек вместе с последней горстью земли, брошенной на крышку гроба. Прошлой ночью я не спал. Перебирал в памяти их лица, не нынешние, взрослые и чужие, а детские. Роман со сломанной рукой и я, работающий в 2 смены, чтобы оплатить лучшего врача. Карина, мечтающая об университете, и я, продающий свой единственный приличный костюм. Михаил, грязящий о красном велосипеде, и я, месяц питающийся одной картошкой, чтобы увидеть его восторженные глаза.
Каждый заработанный рубль был шагом к их будущему. Каждый пропущенный обед, каждая мозоль на руках, каждое воскресенье, проведенное не на рыбалке, а за починкой их сломанных игрушек, все это было для них. А что теперь? Теперь я лишь досадная помеха на пути к наследству. Я снова посмотрел на письмо в своей руке. На эту абсурдную цифру с множеством нулей. И что-то внутри меня, что-то старое и давно забытое, шевельнулось. Это не была обида. Нет. Обида — удел слабых. Это было нечто иное, холодное, ясное и острое, как скальпель хирурга. Впервые за долгие годы я почувствовал не одиночество, а свободу. Свободу решать, свободу действовать, свободу преподать им последний, самый важный урок в их жизни. Урок, которого не было ни в одном из учебников, которые я им покупал. Потому что у меня появился план. План, который все изменит. План, который докажет им, что старик Иван Морозов не так прост, как им кажется. И когда они поймут, что я решил сделать, будет слишком поздно. Они поймут, что любовь не выпрашивают и не наследуют. Ее нужно заслужить. А они свой шанс упустили. Мой план начался с одного телефонного звонка. В понедельник ровно в 9 утра я набрал номер Романа, моего старшего. Обычно я звонил, чтобы поздравить с праздником или робко спросить, как дела у внуков. Обычно мой голос был тихим, извиняющимся. Не в этот раз. «Роман», — сказал я, когда он сонно ответил. В моем голосе не было ни одной просительной нотки. Только холодный металл. «В воскресенье, в полдень. Я жду вас всех у себя. Всех 6. Это не просьба, это обязательно». На том конце провода повисла пауза. Я почти физически ощущал, как в его голове заметались шестеренки. Старик сошел с ума? Что-то случилось? Или он собирается объявить о наследстве? «Пап, что-то стряслось?» В его голосе прорезалась фальшивая тревога. «Все в полном порядке», — отрезал я. «Просто будьте здесь. И передай остальным». Я повесил трубку, не дожидаясь ответа. Одного звонка было достаточно. Я знал, что сарафанное радио, подогреваемое жадностью, сработает безотказно. Они приедут. Они примчатся. И я не ошибся. В воскресенье за 15 минут до полудня во двор моего дома, один за другим, въехали 6 автомобилей. 6 чужих, дорогих жизней, которые когда-то были моими маленькими детьми. Они выходили из машин, одетые в свои лучшие наряды, словно на праздник. На их лицах было одно и то же выражение — смесь любопытства, нетерпения и плохо скрываемой надежды. Они заходили в дом, принося с собой запах городского смога и дорогих духов, который тут же вступал в бой с родным запахом моего дома, запахом времени и воспоминаний. Я ждал их в гостиной, сидя в своем старом кресле. В том самом, в котором Марина Елена читала им сказки. Я не встал, когда они вошли. Я просто смотрел, как они рассаживаются, стараясь держаться поближе друг к другу, создавая единый фронт. 6 пар глаз уставились на меня в ожидании. «Папа, ты нас напугал», — начала Карина, моя вечная миротворица. «Мы думали, что-то случилось». Ничего не случилось. Мой голос был ровным, спокойным. Эта новая сила, родившаяся из боли, удивляла даже меня самого. Я просто хотел поговорить о будущем, о моем будущем и, как следствие, о вашем. По комнате пробежал легкий вздох. Вот оно. Момент, которого они так долго ждали. Я выдержал паузу, наслаждаясь этой напряженной тишиной. «Я тут получил одно интересное письмо», — продолжил я, медленно помахав в воздухе тем самым конвертом.
От оценщика недвижимости. Оказывается, этот мой старый дом, он стоит денег. Очень больших денег. Их глаза заблестели. Я видел это. Видел, как в их головах уже щелкают калькуляторы, как они делят эту сумму на 6 равных частей. «И я принял решение», — сказал я, и блеск в их глазах стал еще ярче. «Я собираюсь начать новую жизнь». «Папа, это замечательно!» — воскликнул Михаил. «Мы тебе поможем. Может, переедешь поближе к городу? Или в пансионат, как я и говорил?» «Нет», — сказал я. «Вы меня не так поняли. Я не собираюсь никуда переезжать. Я собираюсь жить. Жить для себя. Впервые за последние 50 лет. И мой дом, и все мои сбережения, о которых вы даже не подозреваете, я потрачу на себя. На свои желания, свои мечты, свои путешествия. Тишина, которая воцарилась в комнате, была оглушительной. Она звенела, давила, высасывала воздух. На их лицах недоумение сменялось растерянностью, а затем плохо скрытым гневом. «Но как же мы?» Первой не выдержала София, и ее голос дрогнул. «Ты ведь наш отец». «Да», — кивнул я. «Я ваш отец. Я отец, который 50 лет работал на 3 работах, чтобы вы были сыты и одеты. Я отец, который не купил себе ни одной новой рубашки за 10 лет, чтобы оплатить ваше образование. Я отец, который отдал вам свою молодость, свое здоровье, свое время. Я отдал вам все, что у меня было. И что я получил взамен?» Я обвел их взглядом, задерживаясь на каждом. «Роман, когда ты в последний раз звонил мне просто так, не для того, чтобы попросить денег на очередную провальную идею? Карина, когда ты приезжала не для того, чтобы оставить у меня внуков, как в бесплатной камере хранения? Михаил, твое предложение о доме престарелых — это была забота или желание избавиться от обузы? Лев, Анна, София, кто-нибудь из вас за последние 5 лет спросил, как я себя чувствую? Не болит ли у меня что-нибудь? Не одиноко ли мне вечерами в этом пустом доме?» Они молчали, опустив глаза. Правда была неудобной. «Вы видите во мне не отца». Мой голос стал тише, но от этого только набрал вес. «Вы видите ходячий кошелек. Завещание. Вы ждете, когда я умру, чтобы поделить то, что я заработал потом и кровью. Так вот, я вынужден вас разочаровать. Ждать придется долго. А делить будет нечего». «Но это наше наследство! По праву!» — выкрикнул Роман, его лицо побагровело. «Право?» — я усмехнулся. «Какое право?» «Право, которое вы сами себе придумали». Наследство, как и любовь, нужно заслужить. А вы свой шанс упустили. Поэтому вот мое решение. С сегодняшнего дня я не хочу вас видеть в этом доме. Год. 365 дней. Никаких звонков с просьбами, никаких визитов по необходимости. Если за этот год кто-то из вас захочет приехать просто так, чтобы выпить со мной чаю и поговорить о жизни, моя дверь будет открыта. Но если вы приедете за деньгами, вы уйдете ни с чем. А через год я перепишу завещание. И в него войдут только те, кто докажет мне, что я для них отец, а не банковский счет». Я закончил и откинулся на спинку кресла. Воздух в комнате можно было резать ножом. Они смотрели на меня, как на сумасшедшего, как на предателя. «Ты не можешь так с нами поступить», — прошептала Анна, и по ее щеке покатилась слеза. «Могу», — твердо сказал я, — «и поступлю. А теперь семейный совет окончен. Мне нужно отдохнуть». Они уходили молча, один за другим. Без прощаний, без объятий. Я слышал, как хлопнула входная дверь, потом еще одна и еще. Слышал, как завелись и взревели моторы их дорогих машин, уносящих их прочь, обратно в их жизни, в которых для меня больше
не было места. Когда последняя машина скрылась за поворотом, я встал и подошел к окну. В доме снова воцарилась тишина. Но это была уже другая тишина. Не давящая, не одинокая. Это была тишина свободы. Я глубоко вздохнул. Впервые за много лет я чувствовал, что дышу полной грудью. Война была объявлена, и я знал, что это только начало. Но я был готов. Первая неделя после семейного совета прошла в оглушительной тишине. Телефон, который раньше изредка оживал, принося фальшивые нотки заботы или плохо скрытые просьбы, теперь молчал, как камень. Сначала эта тишина была тяжелой. Каждый раз, проходя мимо аппарата, я ловил себя на мысли, что жду. Жду звонка, наполненного раскаянием. Жду, что кто-то из них опомнится. Старые привычки умирают тяжело, и привычка надеется самая живучая из них. К среде я понял. Никто не позвонит. Они не переваривали услышанное. Они злились. Они совещались друг с другом, строили догадки, обвиняли меня в сумасшествии и эгоизме. Я почти слышал их возмущенные голоса, летящие по проводам из одного конца города в другой. Но ни один из этих проводов не вел ко мне. И тогда тяжесть начала отступать, сменяясь чем-то иным. Легкостью. В четверг утром я проснулся другим человеком. Впервые за 5 лет я проснулся не от ноющей боли в спине или чувства тоски, а от луча солнца, пробившегося через щель в занавеске. Я встал, заварил себе крепкого чая, не из пакетика, а настоящего, листового, который хранил для гостей, и сел за кухонный стол. Дом больше не казался пустым. Он казался моим. Моим первым шагом к новой жизни стал поход в банк. Я надел старый, но чистый пиджак, который не доставал из шкафа со дня похорон Марины, и поехал в город. В банке, где меня знали как скромного пенсионера, снимающего раз в месяц жалкие крохи, я подошел к окошку и протянул девушке-кассиру свою сберегательную книжку. «Я хотел бы снять со счета 10 тысяч», — сказал я ровным голосом. Девушка удивленно вскинула на меня глаза. 10 тысяч были для меня состоянием. Она несколько раз переспросила, уточнила, не ошибся ли я, и с сомнением посмотрела на мою старенькую книжку. Но цифры не врали. Деньги на счету были. Через 15 минут я вышел из банка, ощущая в кармане пиджака непривычную тяжесть плотной пачки купюр. Это было странное чувство. Не радость, а скорее восстановление справедливости. Эти деньги пахли не типографской краской. Они пахли бессонными ночами, мозолями на руках и десятками лет отказа от самого себя. Я не поехал домой. Я пошел в магазин инструментов, о котором давно мечтал. Я бродил между рядами, вдыхая запах смазки и свежего металла. Мои старые инструменты, верные товарищи, служили мне полвека. Но их рукоятки истерлись, а лезвия затупились. Я всегда говорил себе, что они еще послужат. Теперь я решил иначе. Я купил новый набор стамесок из немецкой стали, японскую пилу, которая резала дерево как масло, и электрический рубанок, гудящий как шмель. Продавец, молодой парень с татуировками на руках, смотрел на меня с уважением. Он видел не дряхлого старика, а мастера, который знает цену хорошему инструменту. Расплачиваясь наличными, я впервые в жизни не почувствовал укола совести за потраченные деньги. Вернувшись домой, я первым делом отправился в свою мастерскую в сарае. Я расставил новые инструменты на верстаке, и они засияли в лучах заходящего солнца, как сокровища. Я провел рукой по гладкой рукоятке рубанка и заплакал. Не от горя или жалости к себе, а от счастья. От простого, чистого счастья, обладания чем-то, что было нужно только мне. Всю следующую неделю я пропадал в мастерской. Я починил рассохшуюся калитку,
которая скрипела уже лет 10, смастерил новую скамейку под яблоней, на которой мы с Мариной любили сидеть вечерами. Работа поглотила меня. Стружка вилась под ногами, запах свежего дерева наполнял воздух, и я чувствовал, как с каждой отполированной доской, с каждым забитым гвоздем из меня уходит застарелая боль. Я не просто чинил старые вещи. Я чинил свою душу. Однажды вечером, когда я заканчивал работу, ко мне заглянула соседка, тетя Валя, сухонькая старушка, которая жила через дорогу. «Иван, ты чего это удумал? Третий день у тебя из сарая стук да треск. Не случилось ли чего?» — спросила она, протягивая мне тарелку с горячими пирожками. «Вот, с капустой. Поешь, поди, замотался совсем. Спасибо, Валентина». Я взял тарелку. Руки пахли сосной. «Да вот, решил порядок навести». Руки зачесались. «И правильно», — кивнула она. «А то ходишь, как тень. А дети-то чего? Не помогают?» «Дети заняты», — коротко ответил я. «У них своя жизнь». Тетя Валя посмотрела на меня своими выцветшими, но очень мудрыми глазами. Она все поняла без лишних слов. «Ну, своя так своя», — вздохнула она. «А ты заходи на чай, если что. Не сиди один. Одному-то оно тоскливо». В тот вечер, сидя на новой, еще пахнущей лаком скамейке и уплетая ее пирожки, я понял, что не один. Рядом были люди, которым не нужны были мои деньги, которым был нужен я сам. Прошел месяц. Телефон по-прежнему молчал. Я перестал ждать. Я начал жить. Записался в шахматный клуб в местном доме культуры. Дважды в неделю я играл партии с такими же седыми ветеранами, как я. И мы говорили не о болезнях и ценах на лекарства, а о сицилианской защите и ошибках Каспарова. Я начал ходить на рыбалку, о которой забыл на 30 лет. Сидел на берегу реки с удочкой, смотрел на поплавок и слушал пение птиц, и чувствовал, как время замедляется. Я даже завел собаку. Бездомного щенка, которого нашел у магазина. Лопоухого, с умными глазами. Я назвал его пиратом. Он спал у моих ног, ходил за мной по пятам и радовался мне так искренне, как никто не радовался уже много-много лет. Однажды вечером, спустя ровно 34 дня после семейного совета, когда я сидел в гостиной и читал книгу, а пират грыз старый тапок у моих ног, телефон зазвонил. Звонок был резким, требовательным, чужим в этой новой, умиротворенной тишине моего дома. Я замер. Пират поднял голову и настороженно зарычал. Я смотрел на аппарат, и сердце мое пропустило удар. Кто это мог быть? Роман, решивший потребовать свое по праву. Карина, готовая разыграть партию раскаяния. Или София с очередным деловым предложением. Я медленно встал и подошел к телефону. Рука, которая так уверенно держала рубанок, слегка дрогнула. Я снял трубку. «Слушаю», — сказал я, и мой голос прозвучал на удивление спокойно. На том конце провода помолчали. А потом раздался тихий, почти детский, плачущий голос. Это была Анна, моя самая тихая и незаметная дочь. «Папа? Это я. Можно я приеду?» Я сказал: «Приезжай». Два слова, которые дались мне с большим трудом, чем все доски, которые я перетаскал за свою жизнь. Я положил трубку и замер посреди комнаты. Пират подошел и ткнулся мне в руку мокрым носом, словно спрашивая, все ли в порядке. Я и сам не знал ответа. Мое правило было простым. Год тишины. 34 дня — это не год. Но плачущий голос Анны, самый тихий и покорный из всех моих детей, пробил брешь в моей обороне. Я решил, что выслушаю ее. Но не более. Мое сердце, казалось, превратилось в холодный камень, и я не верил, что его можно растопить слезами. Она приехала через 2 часа. Не на своей блестящей иномарке.
а на стареньком такси, которое, кряхтя, остановилось у калитки. Анна вышла из машины, и я едва узнал ее. На семейном совете она сидела с гордо поднятой головой, в дорогом платье, с идеальной укладкой. Сейчас передо мной стояла бледная, осунувшаяся женщина в простом спортивном костюме. Ее волосы были небрежно собраны в хвост, а под глазами залегли темные тени. Она не несла подарков или тортов, как это бывало раньше, когда ей что-то было нужно. В руках у нее была лишь небольшая спортивная сумка. Она остановилась у калитки, не решаясь войти. Я стоял на крыльце, не двигаясь с места, и мы смотрели друг на друга через эти 100 метров выжженной травы и невысказанных обид. Пират, стоявший рядом со мной, тихо зарычал. «Он не кусается», — ровным голосом сказал я, «если не чувствует страха или лжи». Анна вздрогнула, но сделала шаг, потом другой. Она вошла во двор и остановилась передо мной. Ее глаза, точь-в-точь, как у Марины, были полны слез. «Папа», — прошептала она, — «проходи в дом». Я отступил в сторону, пропуская ее. «Чаю хочешь?» Мы сидели на кухне. Той самой кухне, где я принял свое решение. Я налил ей чаю с травами, которые собирал сам, и поставил на стол тарелку с пирожками тети Вали. Анна долго молчала, просто держала в руках горячую чашку и смотрела в одну точку. Я не торопил ее. Я ждал. Ждал, когда начнется спектакль. Просьбы, мольбы, истории о долгах и кредитах. Но она начала с другого. «У тебя красиво стало», — тихо сказала она, глядя в окно на новую скамейку под яблоней. «И калитка не скрипит». «Руки дошли», — коротко ответил я. «И собака». Она посмотрела на пирата, который лежал у моих ног, положив морду на лапы, и внимательно следил за каждым ее движением. «Ты всегда хотел собаку. Мама не разрешала. Говорила, что с нас 6 и так шерсти хватает». Я промолчал. Воспоминание о Марине было острым, как осколок стекла. «Папа, я...» Она, наконец, подняла на меня глаза, и я увидел в них такую бездну отчаяния, что мое каменное сердце дрогнуло. «Я знаю, что ты сказал. Про год. Про то, чтобы не просить. Я не за этим. Честно». «А зачем, Аня?» — спросил я, и мой голос прозвучал мягче, чем я того хотел. Она глубоко вздохнула, и ее плечи затряслись. Слезы, которые она так долго сдерживала, хлынули ручьем. Она закрыла лицо руками и зарыдала. Некрасиво, навзрыд, как ребенок, которого сильно обидели. Это не было похоже на расчетливые слезы, которые я видел на семейном совете. Это был настоящий, неподдельный крик души. Пират поднялся и, подойдя к ней, осторожно ткнулся носом в ее колено. Анна вздрогнула, опустила руки и посмотрела на пса. А потом обняла его за шею и уткнулась лицом в его теплую шерсть, продолжая плакать. Я сидел и смотрел на эту сцену. На свою дочь, которая искала утешения у бездомного пса. И чувствовал, как ледяная броня вокруг моего сердца трещит. «От меня муж ушел», — проговорила она, сквозь рыдания, не отрываясь от собаки. 2 недели назад. Собрал вещи и ушел. К другой. Сказал, что устал от моих проблем. Я молчал. Зять никогда мне не нравился. Слишком гладкий, слишком лощеный, с бегающими глазками. Квартира, в которой мы живем, она подняла на меня заплаканное лицо, она в ипотеке. Платить осталось еще 3 года. Я одна не потяну. Банк заберет ее через месяц. Мне некуда идти, папа. Совсем некуда. Вот оно, подумал я. Все-таки деньги. Все, как всегда, упирается в деньги. Холодный прагматизм снова начал брать верх. «Я звонила Роману», — продолжала она, словно читая мои мысли.
Карине звонила. Они сказали, что у них сейчас сложный период, что они не могут мне помочь. Роман сказал, что ты сошел с ума и что нужно ждать, пока ты придешь в себя. Он сказал, чтобы я не смела тебе ничего рассказывать, чтобы не портить их стратегию. Она горько усмехнулась. Стратегию? Они там стратегию разрабатывают, как твое наследство делить, а я просто осталась на улице. И я поняла, что у меня никого нет. Ни мужа, ни братьев, ни сестер, никого, кроме тебя. Она снова посмотрела на меня, и в ее взгляде не было просьбы, только голая, отчаянная правда. «Папа, я не прошу у тебя денег на ипотеку. Я не прошу решать мои проблемы. Я знаю, что я плохая дочь. Я знаю, что мы все были слепыми и глухими эгоистами. Я просто... Можно я поживу у тебя? Немного. Пока не найду работу, не сниму комнату. Я буду помогать по дому, готовить, убирать. Я не буду тебе мешать. Пожалуйста». Я смотрел на нее и видел не 39-летнюю женщину, а маленькую девочку Анечку, которая прибегала ко мне с разбитой коленкой и плакала у меня на руках. Девочку, которую я качал на качелях и которой обещал, что всегда буду рядом, что бы ни случилось. Это был самый сложный выбор в моей новой жизни. Помочь ей значило нарушить свое слово, данное самому себе. Отказать значило выгнать на улицу собственную дочь, которая, возможно, впервые в жизни была искренней. Моя война была не с ними. Она была с прошлым. С десятилетиями самопожертвования, которые превратили моих детей в монстров, а меня в их жертву. Но сейчас передо мной сидел не монстр. Передо мной сидел раненый человек. Мой ребенок. «Комната наверху», — сказал я. И голос мой охрип. «Та, что рядом со спальней. Она свободна. С тех пор, как вы все разъехались». Анна подняла на меня глаза, в которых смешались неверие и надежда. «Правда?» — прошептала она. «Я же сказал». Я встал из-за стола. «Располагайся. Постельное белье в шкафу. А я пойду, дров для бани принесу. Надо тебя в порядок привести». Я вышел из дома и направился к поленнице. Руки слегка дрожали. Я не знал, правильно ли я поступил. Было ли это слабостью? Или это была сила иного рода? Сила прощения? В тот вечер мы сидели на новой скамейке под яблоней. Анна, укутанная в мой старый тулуп после бани, пила горячий чай и молча смотрела на звезды. Она ни о чем больше не просила. Она просто была рядом. И тишина между нами была неловкой, но уже не враждебной. Мой план дал первую трещину. Я впустил врага на свою территорию. Или я впустил домой заблудшую дочь. Я не знал. Но я знал одно. Война стала намного сложнее. Потому что теперь линия фронта проходила прямо через мое сердце. Жизнь с Анной не была похожа на то, что я себе представлял. Я ждал неловкости, напряжения, подспудного ожидания, когда же она, наконец, попросит о деньгах. Но дни шли, а просьб не было. Была тишина. Но это была уже не моя одинокая тишина, а общая, наполненная присутствием другого человека. Первое время мы были как два призрака в одном доме. Она неслышно скользила по комнатам, выполняя свое обещание. Утром, когда я выходил на кухню, меня уже ждал свежезаваренный чай. В доме исчезла пыль, которую я перестал замечать. По вечерам из кухни доносились забытые запахи. Не моих холостяцких макарон, а настоящего ужина. Жареной картошки, щей, пирогов с яблоками из нашего сада. Она готовила, как Марина. Просто сытно, с душой. Я наблюдал за ней. Я был как старый сторожевой пес, который впустил во двор чужака
и теперь следит за каждым его движением. Я видел, как она часами сидит у окна, глядя в никуда. Видел, как она вздрагивает от каждого телефонного звонка. Не моего, а своего мобильного, на который ей, по-видимому, звонили из банка или от бывшего мужа. Она никогда не жаловалась. Она просто молча несла свой крест. Постепенно невидимая стена между нами начала истончаться. Однажды я работал в мастерской, пытался выточить ножку для старого стула, а она вошла, неся 2 чашки дымящегося чая. «Я подумала, ты замерз», — тихо сказала она. Мы пили чай, сидя на старых ящиках. Она смотрела на мои новые инструменты, разложенные на верстаке. «У тебя золотые руки, папа», — сказала она. Я и забыла. «Помнишь, ты смастерил мне кукольный домик? С настоящими маленькими стульчиками и столиком. Все девчонки во дворе мне завидовали». Я помнил. Я помнил, как 3 недели после ночных смен на стройке я вырезал эти крошечные предметы, стирая пальцы в кровь, чтобы увидеть ее восторженные глаза. «Помню», — ответил я, и впервые за много лет это воспоминание не причинило мне боли. Мы начали говорить. Сначала о пустяках, о погоде, о проделках пирата, о том, что пора перекапывать огород. Потом разговоры стали глубже. Однажды вечером мы разбирали старые вещи на чердаке. Среди пыльного хлама Анна нашла коробку со старыми фотографиями. Мы сели прямо на пол, и она начала их перебирать. Вот мы с Мариной, совсем молодые. Вот Роман в 1 классе, с огромным букетом гладиолусов. Вот Карина в смешном платье на утреннике. А вот маленькая Аня с 2 косичками и ослепительной беззубой улыбкой сидит на ветке яблони. «Господи, какая я тут счастливая!» — прошептала Анна, проводя пальцем по выцветшему снимку. «Я даже не помню, когда это было». «Это было лето 79-го», — сказал я, и голос мой дрогнул. «Я только-только закончил строить этот дом. А тебе смастерил домик на этой яблоне. Ты тогда целыми днями оттуда не слезала. Говорила, что ты королева леса, и вход в твое королевство только по специальному паролю». Она подняла на меня свои заплаканные глаза. «Я не помню пароль, папа», — прошептала она. «А я помню», — сказал я. Пароль был «Я люблю тебя, папочка». Анна закрыла лицо руками и беззвучно заплакала. И в этот момент я понял, что моя война окончена. Нет, не со всеми, но с ней, да. Я протянул руку и, немного помедлив, положил ей на плечо. Она прижалась ко мне, как в детстве, и мы долго сидели в пыльной тишине чердака, среди призраков нашего общего прошлого. Я понял, что мой план был криком о помощи. И она, сама того не зная, на него откликнулась. Но перемирие было недолгим. Через 2 дня раздался звонок. Я поднял трубку, голос Романа был жестким и ледяным. «Отец, что происходит?» — спросил он без предисловий. «Мне сказали, что Анна живет у тебя. Она моя дочь. Этот дом — ее дом», — спокойно ответил я. «Ах, вот как!» В его голосе зазвучал яд. «Значит, ей можно, а остальным нет? Значит, ее слезы стоят дороже, чем наши нужды? Мы тут, знаешь ли, тоже не в шоколаде. У Михаила бизнес горит. Карине за учебу детей платить надо. А ты приютил эту неудачницу, которая даже мужика своего удержать не смогла. Она пришла ко мне, потому что ей больше некуда было идти», — отчеканил я. «Она не просила ни копейки. Она моет полы и готовит еду. Она пришла к отцу, а не к спонсору. Ты чувствуешь разницу, сын?» «Это несправедливо!» — заорал он в трубку. «Ты просто играешь с нами! Ты решил стравить нас друг с другом!» «Я просто открыл вам глаза», — сказал я устало. «И дал вам шанс. Год.
Дверь открыта для всех, кто придет сюда с чистым сердцем, а не с калькулятором в голове. Анна сделала свой первый шаг. Теперь очередь за вами. Я повесил трубку. Я знал, что этим разговором подлил масло в огонь. Так и вышло. В следующее воскресенье, когда мы с Анной работали в саду, я подрезал кусты смородины, а она высаживала цветы у крыльца, я услышал знакомый рокот мотора. К моему дому подъезжал черный блестящий внедорожник Михаила, а за ним серебристый седан Романа. Они приехали. Не с пустыми руками. В их руках не было ни тортов, ни подарков. Но я видел, как блестит на солнце дорогая кожа их портфелей. Они приехали не на чай. Они приехали на войну. Анна выпрямилась, и ее лицо побледнело. Она посмотрела на меня с испугом. «Не бойся», — сказал я, откладывая секатор. «Иди в дом. Это мой бой». Они вышли из машин. Двое моих сыновей. Двое успешных, уверенных в себе мужчин. Они шли по дорожке к дому, и их лица были твердыми, как гранит. Они шли не к отцу. Они шли к врагу, который захватил их территорию. Я стоял у крыльца и ждал. Пират подошел и встал рядом, тихо рыча и обнажая клыки. Я положил ему руку на загривок. «Спокойно, парень», — проговорил я. «Свои. Почти». Они остановились в 5 шагах от крыльца. 2 темных силуэта на фоне заходящего солнца. Роман, старший, с его вечно недовольным выражением лица и дорогим портфелем, который он держал так, словно это было ядерное оружие. И Михаил, более спокойный с виду, но с холодными, расчетливыми глазами хищника, выжидающего удобного момента для прыжка. «Здравствуй, отец», — начал Роман. Его голос был обманчиво спокойным, но я слышал в нем натянутую струну. «Мы приехали поговорить». «Я слушаю», — ответил я, не сходя с места. Моя рука по-прежнему лежала на загривке пирата, и я чувствовал, как под пальцами перекатываются напряженные мышцы. «Мы считаем, что ты поступаешь несправедливо», — продолжил Михаил, делая шаг вперед. «Ты настраиваешь нас друг против друга. То, что Анна сейчас здесь, — это нарушение твоего же ультиматума. Анна здесь. Потому что ей некуда было идти», — повторил я. «Она пришла к отцу. Вы же приехали к нотариусу, не так ли?» Роман криво усмехнулся и открыл свой портфель. Он извлек оттуда пухлую папку с бумагами. «Мы приехали подготовленными», — сказал он, похлопав по папке. «Мы посоветовались с юристами. Отец, мы считаем, что твои последние решения, они нерациональны. Ты находишься под влиянием момента, возможно, твое состояние здоровья. Хотите сказать, я выжил из ума?» Я закончил за него. «И поэтому меня нужно лишить права распоряжаться собственным имуществом, собственной жизнью? Это называется ограничение дееспособности», — уточнил Михаил, и в его голосе прозвучала нотка превосходства. «Если человек в силу возраста или состояния здоровья не может адекватно оценивать свои действия и наносит ущерб себе или своим близким, суд может назначить опекуна, который будет управлять имуществом в интересах семьи». Я посмотрел на них. На своих сыновей. Один угрожал мне судом, второй — сумасшедшим домом. И все это с улыбками на холеных, сытых лицах. 50 лет я работал, чтобы они стали теми, кто они есть. И вот результат. «Интересы семьи», — медленно повторил я. «Скажи мне, Роман, ты помнишь 89-й год? Зиму?» Роман нахмурился. «При чем здесь это?» «А ты вспомни», — настоял я. «Тебе было 15. Ты связался с плохой компанией, проиграл в карты большие деньги. И те люди пришли к нам домой. Они угрожали сломать тебе ноги. Твоя мать была без чувств, а ты трясся в углу, как испуганный щенок. Помнишь?» Лицо Романа стало пепельным. «Я помню», — перебил я его.
Я помню, как отдал им все, что у нас было. Все до копейки. И как потом полгода работал на 3 работах, чтобы мы не умерли с голоду. Я спас тебя, твою шкуру, твое будущее. Это было в интересах семьи. Я перевел взгляд на Михаила. А ты, Миша, помнишь, как ты открывал свой первый бизнес? И прогорел через полгода. Ты задолжал бандитам. Они обещали закопать тебя в лесу. Ты приполз ко мне ночью. Пьяный, плакал и просил спасти. Я продал машину. Единственную нашу ценность, и влез в долги, чтобы откупиться от них. Это было в интересах семьи. Михаил опустил глаза. Это все было давно. Для вас давно, а для меня вчера. Мой голос, до этого спокойный, сорвался на крик. Вся боль, вся обида, копившаяся годами, вырвалась наружу. «Я отдал вам все! Каждую копейку! Каждую минуту своей жизни! Я не жил, я служил вам! Я был вашим банком, вашей службой спасения, вашим живым щитом. И когда мне самому понадобилась помощь, когда умерла ваша мать, и я остался один, где вы были? Где вы были? Я вас спрашиваю!» Я шагнул к ним, и они инстинктивно отпрянули. Пират зарычал, обнажив клыки. «Вы не знаете, что такое семья!» — кричал я им в лицо. «Семья — это не когда делят наследство. Семья — это когда делят последнюю краюху хлеба. Семья — это когда подставляют плечо, а не подсовывают бумаги от юриста. Вы не моя семья. Вы мои самые страшные ошибки». Я остановился, тяжело дыша. В наступившей тишине было слышно только стрекотание кузнечиков и мое тяжелое дыхание. Из дома вышла Анна. Она стояла на крыльце, бледная, но с решительным выражением на лице. «Уезжайте», — тихо, но твердо сказала она. «Пожалуйста, уезжайте». Роман посмотрел на нее с ненавистью. «Ты своего добилась, да? Решила все захапать себе?» «Я ничего не хочу», — ответила Анна. «Кроме одного, чтобы вы оставили его в покое». «Это наш отец! И это наш дом!» — взвизгнул Михаил. «Нет», — сказал я, вновь обретая контроль над голосом. «Это мой дом, и я в нем хозяин. И я сказал вам, убирайтесь». Я смотрел им прямо в глаза, и в моем взгляде была вся та сталь, которой я когда-то гнул арматуру на стройке. Они поняли, что это конец, что игра проиграна. Роман с яростью скомкал бумаги, которые держал в руке, и швырнул их на землю. «Ты еще пожалеешь об этом, старик», — прошепел он. «Ты умрешь в одиночестве». «Я уже умирал в одиночестве», — ответил я. «Каждый день. Последние 5 лет. Больше не буду». Они развернулись и пошли к своим машинам. Не оглядываясь, их дорогие пиджаки, их уверенная походка, их блестящие портфели. Все это казалось теперь дешевой бутафорией. Они были не хищниками. Они были просто жалкими, заблудившимися детьми. Когда рев их моторов затих вдали, я почувствовал, как у меня подкашиваются ноги. Я оперся о перила крыльца. Ко мне подошла Анна. Она ничего не говорила, просто взяла мою руку в свои. Ее ладони были теплыми. Я посмотрел на скомканные бумаги, валявшиеся на земле, на цветы, которые она посадила у крыльца, на пирата, который снова вилял хвостом. В тот вечер я впервые за много лет спал спокойно. Мне не снились ни дети, ни Марина, ни прошлое. Мне снилась река, удочка и тишина. И я знал, что битва выиграна. Но война еще не окончена. Впереди был целый год. Год, чтобы понять, кто я. И кто они. После отъезда Романа и Михаила в доме снова воцарилась тишина. Но теперь она была другой. Она была наполнена невысказанными словами, общими воспоминаниями и хрупкой, только что обретенной близостью. Мы с Анной долго сидели на крыльце, ничего не говоря.
Она просто держала мою руку, и этого было достаточно. Вечером, впервые за много лет, в моем доме снова пахло валерьянкой. Анна заварила мне успокоительного чая, как когда-то делала ее мать. Прошла неделя, потом вторая. От сыновей не было ни слуху, ни духу. Я знал, что они затаились. Зализывали раны, нанесенные моему самолюбию, и наверняка готовили новый план. Но их молчание меня больше не тревожило. Моя жизнь обрела новый ритм. Утром мы с Анной работали в саду. Она оказалась заядлым садоводом, о чем я и не подозревал. Под ее руками заброшенные клумбы, на которых росли лишь сорняки, превратились в яркие ковры из флоксов и астр. Я починил старую теплицу, и мы вместе высадили помидоры. Я учил ее, как правильно подвязывать стебли, а она смеялась над моими испачканными в земле руками и говорила, что я похож на доброго лесовика из детских сказок. Днем она уезжала в город в поисках работы, а я оставался хозяином в своем маленьком мире. Играл в шахматы с приятелями, ходил с пиратом на реку или просто сидел в мастерской, вырезая из дерева смешные фигурки животных. Однажды я вырезал маленькую балерину с поднятыми вверх руками. Когда Анна вернулась, я протянул ей фигурку. «Помнишь, ты в детстве мечтала стать балериной?» — спросил я. Она взяла фигурку, и ее глаза наполнились слезами. «Помню», — прошептала она. «А ты сказал, что я слишком высокая и неуклюжая». «Я был дураком», — сказал я. «Прости меня». Вечерами мы сидели на веранде, пили чай и разговаривали. Она рассказывала мне о своей жизни, о неудачном браке, о подругах, о мечтах, которые так и не сбылись. А я рассказывал ей о ее матери. О том, как мы познакомились, как строили этот дом, как радовались рождению каждого из них. Мы заново узнавали друг друга. Мы становились семьей. Однажды, спустя 2 месяца после визита сыновей, раздался телефонный звонок. Звонила Карина, моя старшая дочь. Ее голос был нервным. «Папа, здравствуй. Как ты?» «Все хорошо, дочка», — ответил я. «Пап, я хотела спросить, можно я приеду на выходные?» «С детьми. Они по тебе соскучились». Я на мгновение замер. Это была проверка. Я знал, что мальчишки наверняка надавили на нее, отправили в качестве разведчика. «Конечно, приезжай», — сказал я. «Только у меня одно условие». «Какое?» — напряженно спросила она. «Ни слова о деньгах и наследстве. Просто приезжайте в гости. К деду». В субботу они приехали. Карина выглядела уставшей и задерганной. Мои внуки, которых я не видел почти год, сначала дичились меня, прятались за мать. Но пират быстро растопил лед. Через час они уже носились с ним по всему саду, и их звонкий смех наполнял дом жизнью. Карина помогала Анне накрывать на стол. Я видел, как они о чем-то шепчутся на кухне. Сестры, которые не разговаривали годами, нашли общий язык. Вечером мы сидели за большим столом на веранде. Ели шашлыки, которые я приготовил, и пили чай. Внуки, набегавшись, уснули прямо на диване. «Пап, прости нас», — вдруг сказала Карина, когда мы остались втроем. «Мы были ужасны. Слепы». «Вы просто запутались», — сказал я. «Роман и Миша, они в ярости», — вздохнула она. «Они считают, что ты нас предал, что Анна тебя обманула. Но когда я увидела, как ты смотришь на внуков, я поняла. Мы так давно не были просто семьей». Она уехала в воскресенье вечером. На прощание она крепко обняла меня. «Я буду приезжать, пап», — сказала она, — «если ты не против». «Я буду ждать», — ответил я. Год подходил к концу. Анна нашла работу в городе, но каждый вечер возвращалась домой. Карина приезжала с внуками почти каждые выходные. Иногда к нам заглядывала и София, младшая. Она по-прежнему была немногословна и держалась в стороне, но в ее глазах больше не было холодного блеска. Был только интерес и, кажется,
немного зависти к той простой и теплой жизни, которую мы создали в этом старом доме. Роман и Михаил так и не появились. Я знал, что они не простят меня. Может быть, никогда. В тот день, когда истек ровно год с момента моего ультиматума, я сидел на веранде и смотрел на свой сад. За этот год он изменился до неузнаваемости. Он цвел и плодоносил. Как и моя жизнь. Ко мне подошла Анна. Она присела рядом и положила голову мне на плечо. «Ну что, папа, год прошел. Что ты будешь делать с завещанием?» Я посмотрел на нее. На ее родное, спокойное лицо. На ее руки, которые пахли недорогим кремом, а землей и яблоками. «Я уже все сделал», — сказал я. Она удивленно посмотрела на меня. «Я ходил к нотариусу на прошлой неделе. Дом и все, что у меня есть, я разделил на 6 равных частей». Анна ахнула. «Но почему? После всего, что было? Потому что я их отец», — сказал я. «А отец должен быть справедливым, даже если его дети были несправедливы к нему. Деньги испортили их. Но, может быть, мое прощение их вылечит. По крайней мере, у них будет шанс. А если они снова... Это уже будет их выбор», — перебил я ее. «Я свой выбор сделал. Я простил. Я достал из кармана 6 конвертов. 5 из них были запечатаны. 6-й, с именем Анны, я протянул ей. Она с недоумением взяла его. Внутри, вместе с юридическими документами, лежал маленький пожелтевший листок, вырванный из школьной тетради. На нем детским корявым почерком было выведено одно предложение. Анна пробежала глазами по строчкам, и ее губы дрогнули в улыбке. Она подняла на меня свои сияющие глаза. «Я люблю тебя, папочка», — прошептала она. «Я знаю», — ответил я, сжимая ее руку. «Это и есть твое главное наследство». Прошло еще 3 месяца. Осень вступила в свои права, раскрасив сад золотом и багрянцем. Мы с Анной собрали урожай. Яблоки были такими крупными и сладкими, каких я не помнил уже много лет. Жизнь текла спокойно и размеренно. Я закончил вырезать из дерева целый зверинец для внуков Карины, а Анна устроилась на работу в местную библиотеку. Не самую денежную, но спокойную и приносившую ей удовольствие. Роман и Михаил так и не звонили. Я отправил им по почте их конверты с документами на наследство. Ни ответа, ни звонка с благодарностью я не получил. И, честно говоря, не ждал. Я знал, что их гордость, их эгоизм оказались сильнее родственных чувств. Возможно, однажды, когда они сами станут старыми и одинокими, они поймут что-то важное. А может и нет. Это был их путь, и я больше не мог и не хотел на него влиять. Однажды, субботним утром, когда мы с Анной пили чай на веранде, у калитки остановился старый потрепанный «Жигуленок». Из него вышел Лев, мой 3-й сын, самый молчаливый и незаметный из всех. Он был простым рабочим на заводе, жил скромно и никогда ничего у меня не просил. Он не был ни на первом семейном совете, ни на последующих разборках. Он подошел к крыльцу. В руках у него была авоська с чем-то тяжелым. «Здравствуй, батя», — сказал он, глядя мне прямо в глаза. «Здравствуй, Аня». «Здравствуй, сынок», — ответил я, и сердце мое екнуло. Тут картошки своей привез». Он протянул мне авоську. «С огорода. Своя, без химии. И грибов вот вчера ходил». Он помолчал, переминаясь с ноги на ногу. «Я конверт твой получил. Спасибо, батя. Но я не за этим. Я просто соскучился. Можно на чай?» В тот день за столом на нашей веранде сидело 3 моих детей. Анна, Карина, которая приехала с внуками, и Лев. Они смеялись, вспоминая детство, спорили о чем-то,
А я смотрел на них и впервые за долгие годы чувствовал то, что, казалось, потерял навсегда. Я чувствовал себя отцом, главой семьи. Вечером, когда гости разъехались, я сидел в своем кресле и смотрел на огонь в камине. Ко мне подошла Анна и села на подлокотник, обняв меня за плечи. «Ты был прав, папа», — тихо сказала она. «Ты все сделал правильно. Я просто хотел, чтобы вы вспомнили», — сказал я. «Не о деньгах, а друг о друге». Она прижалась щекой к моей седой голове. «Пап, а расскажи еще про деда, про твоего отца, про то, как вы жили после войны. Ты никогда не рассказывал». И я начал рассказывать. О своем отце, простом солдате, который прошел всю войну и вернулся домой с одной медалью за отвагу и тяжелой контузией. О том, как они жили впроголодь в маленькой землянке. О том, как отец учил меня плотничать, как говорил, что главное богатство человека — это не то, что в кармане, а то, что в руках и в сердце. О том, как он, умирая, взял с меня слово, что я выращу своих детей хорошими людьми. Я говорил долго, а Анна слушала, и в ее глазах я видел не просто любопытство, а нечто большее. Я видел, как невидимая нить, протянутая из прошлого, связывает поколения. Моего отца, меня, моих детей, моих внуков. Эта нить была тонкой, почти оборванной, но она была. И я понял, что мой главный урок был не для них. Он был для меня. Я всю жизнь пытался дать им то, чего не было у меня. Материальные блага, комфорт, уверенность в завтрашнем дне. И в этой погоне я забыл передать им главное, то, чему учил меня отец. Любовь к земле, уважение к труду, крепость семейных уз. Я вырастил потребителей, а не созидателей. Я почти проиграл эту войну. Но теперь, сидя в своем старом доме, в окружении смеха внуков, запаха яблочных пирогов и тепла родного человека рядом, я знал, что у меня появился второй шанс. Я не знаю, сколько мне еще отпущено, год, 5, 10. Но я знаю, как я их проживу. Я буду чинить старые стулья, сажать деревья, учить внуков играть в шахматы и рассказывать им истории. Истории о их прадеде, о их бабушке, о том, что значит быть семьей. Возможно, Романок и Михаил никогда не вернутся. Возможно, их сердца так и останутся холодными. Но, глядя на Анну, Карину и Льва, я понимаю, что мой труд не пропал даром. Что-то настоящее, что-то русское, что-то от моего отца-солдата, от деда-крестьянина, все-таки проросло в их душах. В свои 74 года я перестал ждать смерти. Я начал жить. И, кажется, я наконец понял, что значит быть русским дедушкой. Это не значит просто доживать свой век. Это значит до последнего вздоха сажать сад. Сад, в тени которого однажды будут сидеть твои внуки. И, может быть, вспоминать тебя добрым словом. А большего старику и не надо.